Ассаламу алейкум, Ингушетия. Ингушетия неделимая, Ингушетия единая, Ингушетия славная. Ассаламу алейкум, дорогие сестры, прекрасные ингушки. Ассаламу алейкум, дорогие братья, доблестные ингуши. Аллахи, каждый день, каждый час, каждую минуту этих тревожных последних недель меня, как и всех убежденных кавказцев, всех порядочных людей, переполняют чувства. Чувства, которые, уверен, определяют человека человеком, являются мерилом, указывают место человека в жизни, являются рубежом, границей между добром и злом. Эти чувства есть вера, любовь, уважение, гордость, надежда, гнев, решимость. Если можно полюбить родную сестру или брата еще сильнее, то, мои любимые ингуши, я полюбил вас сейчас еще сильнее, еще крепче, еще глубже. От всего сердца, уважаемые мною ингуши, я стал уважать вас еще сильнее, еще больше, еще глубже. И это самое малое, что я должен вам. Искреннее душевное уважение, глубокую сердечную любовь. Вы достойны не только любви, дружбы и уважения. Вы достойны подражания. Вы показали и доказали всему миру, вашим друзьям и вашим врагам, то, что вы великий народ, единый народ, народ с глубокими благородными корнями, народ с древней и славной историей, народ с заслуженным, достойным завтра. Это завтра не за дальними горами, иншаллах. В эти очень трудные для вас дни, в эти дни сложных и незаслуженных испытаний, провокаций, предательства и давления, вы показываете всему миру, что такое настоящий Кавказ. Вы доказываете всем нашу кавказскую особенность. Вы заставляете каждое кавказское сердце биться с гордостью. Вы вселяете в каждого из нас мужество своим единением. Вы показываете нам всем красоту и силу единства. Вы призываете, вы уже призвали весь Кавказ к единству. И мы все, кавказцы, станем на путь единства. Пойдем путем единства и будем стоять на пути единства и единения. Иншаллах. Мои дорогие, горячо любимые братья и сестры, доблестные и прекрасные, Гылгай, вы мудры, вы сильны, вы едины, в вас течет кровь ваших славных отцов, отцов ваших отцов. Вы преодолеете это очередное тяжелейшее испытание, как преодолевали бесконечные испытания ваши предки, жители и защитники прекрасной страны башен, легендарные воины, талантливые созидатели, благородные и мудрые исконные кавказцы. Им выпадали горести и напасти похлеще нынешних. Они прошли через этот огонь, через пекло. Пройдете и вы, иншаллах. Вам выпадает сейчас бремя тяжелых испытаний, на вас направлено острие злобы и коварства издыхающего зверя. Кремлевские нелюди будут использовать против вас, мои дорогие братья и сестры, весь свой грязный арсенал провокаций, запугивания, подкуп, ложь, внесение разногласий и раскола. Безо всякого сомнения, они всеми силами будут пытаться тебя, о славный ингушский народ, скомпрометировать, чтобы одураченная вата поверила в то, что именно ты являешься причиной многих бед этой самой ваты. Мы видим эту многолетнюю истерическую
античеченскую кампанию. Мы видели беспредел по отношению к вам, ингушам, в 92-м. Замысел этих грязных провокаций очевиден для любого неослепленного и неоглушенного. Замысел отвлечь внимание народов огромной страны от существующей бедности, от будущего голода, от беззакония. Но почему именно вы, ингуши? Почему Ингушетия? Ингуши ведь требуют всего-навсего, чтобы их услышали, чтобы им дали право высказывать свое мнение. Ингуши делают это сверхцивилизованно. Ингуши не поддаются на провокации. Ингуши не поддались на неоднократные попытки властей с помощью подлых псов, росгвардейцев спровоцировать конфликт, спровоцировать кровопролитие. Лидеры ингушского народа, поверив лживым обещаниям властей разрешить проведение нового митинга, призвали сплоченно стоящий народ разойтись. Народ разошелся, и лидеров народа теперь арестовывают, преследуют, подло, поодиночке, по-путински коварно. Неужели кремлевские сценаристы и их слуги на местах, разнокалиберные юнусбеки, считают, что могут обезглавить великий ингушский народ? Ингушский народ велик не количеством, ингушский народ велик качеством своих благородных дочерей и сыновей. На место каждого арестованного, каждого устраненного или изолированного встанут десятки и сотни других, еще более решительных, еще более отважных, любящих свой народ, свою Ингушетию, свой Кавказ больше, гораздо больше жизни. По какой причине пал на вас выбор, мои дорогие братья и сестры? Почему вас хотят использовать в своих грязных маневрах нелюди московские, повязанные кровавыми узами сговора с предателями войнавского народа в Магасе и Грозном? Во-первых, главный предатель ингушского народа показался Москве наиболее созревшим для того, чтобы полностью предать и продать свой народ, более подходящим, чем все наши остальные нацпредатели Темрезовы, Коковы, даже более, чем Рамзан Кадыров. Во-вторых, расчет Кремля на то, что вы, ингуши, наиболее болезненно отреагируете на очередной незаконный отъем у вас ваших исконных земель. Всем известно, что Ингушетию и так уже обобрали территориально, и новая, оторванная с мясом часть земли Ингушетии, безусловно и вполне естественно, станет болезненным ударом для каждого ингуша. И третья причина в том, что вы есть ингуши, славные, великодушные, прямые, гордые. То есть ни вата, ни стадо. Каждая родовая башня – это целый мир. Это, если хотите, замок короля Артура с круглым рыцарским столом равноблагородных и доблестных братьев. Не мне давать вам советы. Единственное, что можно сказать в данной ситуации – правда на вашей стороне. Вы на правильном пути. Вы на пути Создателя, иншаллах. Поступайте так, как велят вам ваши благородные и чистые сердца. Да поможет вам Аллах. Амин. Еще. Враг
не посмеет начать против народа широкомасштабную карательную акцию. Не из гуманных соображений, конечно же нет, из соображений шкурных, скотских животных, чтобы сохранить свободу, жизнь и деньги. Враг находится сейчас в положении осадном, и такое неприкрытое преступление против человечности, как агрессия против мирного народа, Кремлю не сойдет с кровавых рук, как сошел, к сожалению, с рук геноцид чеченцев. Даже трусливые, ленивые, сытые руководители западных стран сегодня доведены преступлениями и беспределом Москвы по всему миру до крайней точки возмущения. Любая более-менее значительная ошибка Кремля или Лубянки может послужить введению действительно действенных санкций против лично Путина и его воровского олигархата. Санкций, метко прозванных санкциями из ада. Эти санкции могут превратить в прах все наворованное и вывезенное за рубеж. Превратить всех этих их многотысячных детей и внуков в нищих и убогих. Дело идет к этому. Для Путина и компании это страшнее ядерной войны. Но враг будет всячески провоцировать вас, дорогие братья и сестры. Будьте бдительны, будьте мудры, будьте едины. Не дайте себя расколоть. Да поможет вам Субхану Тааля. Аминь. Сестры-ингушки, братья-ингуши, это был братский салам алейкум от вашего запрещенного пока еще Кавказа.